Здравствуйте, меня зовут Лариса Кулар. Сегодня я отвечу на ваши все волнующие вопросы по комплектованию детских садов города Кызыла. Порядок выдачи направлений у нас изменился с 2020 года в связи с пандемией. Для удобства родителей, для того, чтобы соблюсти все санэпидтребования, мы изменили порядок выдачи направлений. С 17 по 30 июня у нас работает комиссия по комплектованию детских садов. Это значит зачисление детей через электронную систему, это заполнение направлений, именных направлений. После подготовительной такой работы комиссия вызывает руководителей детских садов и выдают направления. Далее руководители до 15 июля начинают доводить сведения эти до родителей и законных представителей. Значит, путем телефонного обзвона, путем обхода родителей по адресам, которые указаны в АИС. Ну и, конечно, путем почтового такого извещения, значит, с уведомлением, да, письма отправляют о том, что их ребенок зачислен именно в этот детский сад. Вот. После 15 июля, конечно, мы будем ждать. Могут быть, конечно, родители уехать куда-то в отпуска, да, в летний период, поэтому мы будем где-то в течение месяца еще вести дальше эту работу по оповещению всех родителей. Мы ждем 72 дня, потому что отпуск так длится, самый большой отпуск 72 дня. И в случае, если он не приходит и не можем найти, то тогда будем отчислять этого ребенка. Номер очереди можно проверить через официальный сайт Департамента по образованию. Это dpo17.ru. Заходите, и там есть, значит, раздел заявлений в дошкольное образовательное учреждение, и нужно будет туда ввести номер заявления, которые подали родители через госуслуги, через МФЦ. Если у вас есть вопросы, то вы можете обратиться по телефону горячей линии 339 53. Если касается, значит, по судебным решениям заявлений, обращайтесь по телефону 321 21. Также есть сотовые номера телефонов 8 923 266 17 81. С 9 часов до 16 каждый день, кроме пятницы. В остальное время идет обработка, значит, документов. Кроме телефонного такого режима, если есть вопросы, значит, обращения, мы принимаем также в письменном виде. Есть ящик приема писем, который находится у нас у охранника. Кроме этого, можете написать заявление, обратиться с просьбой на электронную почту daimp@mail.ru. Также мною проводится личный прием граждан каждый четверг с 16 до 17 часов. Вы можете записаться точно так же на этот прием, и мы постараемся решить и объяснить вашу ситуацию.